боксер, представляющая Россию. Into the red corner, please welcome the boxer representing Russia, Natalia Shadrina. Друзья, мы продолжаем трансляцию с чемпионата мира по боксу среди женщин, который, напоминаю, проходит в Улан-Удэ. На очереди поединок в весе до 60 кг. И капитан нашей национальной сборной Наталья Шадрина будет боксировать с бразильянкой Беатрис Феррейра. Нужно сказать, что Наталья уверенно идет по ходу этого турнира. Она провела уже 2 поединка и оба выиграла со счетом 5-0. В дебютном поединке на турнире встречалась со спортсменкой из Я тебя Индии. перебью. Она 3 успешных поединка провела. Это единственная спортсменка сборной России, которая начинала свое выступление с 1/32 финала. То есть все остальные наши спортсменки либо с 1/8, либо с четвертьфинала, как Кристина Ткачева и Земфира Магомедалиева сегодня, либо с 1/16. А вот Наталья Шадрина, она была совершенно не сеянной и начала борьбу с 1/32 финала. Рефери поединка Фрингебай. Поэтому, даже Наталья после первого боя сетовала на то, что вот так получилось, что мне вот предстоит провести 6 боев. В ее понимании сразу, что 6 боев, это включает финальный решающий поединок. Да, но будем надеяться, что она сможет добраться до финала. Победитель сегодняшней пары заберет как минимум бронзу с этого чемпионата мира. Да, наверное, надо представить соперницу нашего капитана. Это бразильянка Беатрис Феррейра. Сергей, есть что интересное про эту интересную представительницу? Тут единственное, что можно отметить, она также уверенно идет по ходу этого турнира. Практически всех поединков побеждала со счетом 5-0. То есть каких-то определенных регалий у нее нет. Наверное, какие-то есть. Увидим, что она покажет в сегодняшнем поединке. Как минимум, она, наверное, чемпионка Бразилии. Кстати, Вась, может быть, тебе удалось поговорить с Натальей после ее последнего поединка? Не помнишь, что она говорила? Да, скромно разбирает, говорит, что надо идти дальше, больше. Я повторюсь, она не заостряла внимание на конкретном бою определенном. Она говорит, что у меня еще впереди такое количество поединков. Поэтому нужно от боя к бою прибавлять. То есть, пусть набор дежурных фраз, но на самом деле в данной ситуации они к силу и городу, как говорится. Пытается Наталья поджать свою оппонентку. Такое ощущение, что присматриваются соперницы друг к другу, периодически, конечно, идут в атаку, но... Сейчас мощно пробивала спортсменка из Бразилии 2 раза слева. Напомню, что Шадрина также является представительницей Бурятии, поэтому за нее также яро поддерживает местная публика. Даже вот я вижу плакаты на заполненных аренах. По большей части поединок проходит на ближней дистанции. А я пока не сформировал свое мнение, как проходит поединок. На мой взгляд, соперницы реально присматриваются друг к другу. Как вот, например, та же самая триумфаторша наша Екатерина Пальцева, вернемся к последнему бою, сказала, что мне вот стиль марокканки самый неудобный вообще из того, что есть в боксе. Она действует длинновато, от нее не угадаешь, как у нее полетит удар. Говорит, что для меня это было очень неудобно. Хотя со стороны казалось, что там без особых проблем наша девушка прошла в полуфинал. Чего мы сейчас желаем Наталье? Да, очень активно идут в размен обе спортсменки. По корпусу уже не первый раз работает бразильянка. Заметна серия ударов по корпусу. Сейчас бразильянка оказывается точной.
судья дает возможность повозиться обоим спортсменкам на ближней дистанции. Да, и сейчас рефери чуть не помешал наш спортсмен. Оступился. Вот сейчас хорошо слева попадает Наталья. Итак, завершился первый раунд. Вот мы могли видеть эмоции со стороны спортсменки из Бразилии. Кажется, она уверена, что взяла этот раунд. Вот, я про этот баннер как раз говорил. Наташа, это гордость наша. Он очень заметен на трибуне. Чуть живее на ногах. На ногах чуть живее, Наташа. И 2 двойки бросай. Раз-два, раз-два. И передний постоянно. Ты хозяйка, ты дома находишься. Sempre levando ela pra corda. Direto, cruzado direto. Pra levar. Upper direto e cruzado direto. Na manha levando. Pintando, tocando ela. Tá? Beleza? Leva ela. Rua. Rua na entrada. Vamos trazer ela sempre pra corda. Vamos ganhar esse round de qualquer jeito. Respira. Não deixa ela fazer. Да, установка главного тренера. Наташа, ты дома находишься, говорит, наверное, многим. Так, друзья, второй раунд. Напоминаю, что это поединок в весе до 60 кг. Капитан нашей сборной Наталья Шадрина боксирует с бразильянкой Беатрис Феррейра. Сейчас неплохая серия от нашего капитана. Но здесь обе спортсменки оступились. Ничего серьезного, надеемся. Ух, сейчас мощно слева пробивает бразильянка. Да, не просто наша Наташа. Вообще, конечно, невероятный напор у спортсменки из Бразилии. Постоянно идет вперед и выбрасывает огромное количество мощных ударов. Вот сейчас отлично слева попадает Наталья, точно в подбородок. Да, это, наверное, лучшая атака во втором раунде на данный момент. Вот в перерыве посоветовали Наталье не работать более сложенно, не бить размашисто. То есть сократить вот этот вот коридор и пытаться работать остро, резко. Сейчас пропускает, к сожалению, навстречу слева от бразильянки. Да, очень-очень тяжело проходит бой для Натальи. Да, а бразильянка на кураже. Это было видно уже в конце первого раунда. Ну, там не все так очевидно, что прям настолько радоваться и говорить, что, ребята, я здесь ведущий. Все равно равный близкий бой, но бесспорно, что бразильянка представляет большие проблемы. Просто она на кураже. Да, может, расслабился, сказал, ну что ж, как сейчас получится. Было слева. Сейчас снова, к сожалению, слева попадает спортсменка из Бразилии. 10 секунд до конца второго раунда. Итак, завершился второй раунд. Ну что, очень напряженный поединок мы с вами смотрим, друзья. Não deixa nem embolar. Quando tiver na média distância, tem que trabalhar essa finta e o golpe reto. Finta, 1-2, finta, direto, cruza direto. Não pode deixar embolar.
жестче, жестче, жестче. И надо активнее, больше ударов наносить. Слышишь? Больше ударов надо наносить. И чулок качай, качай. Понимаешь? Всего 3 минуты. Концентрация, внимание. 3 минуты отработать. Round 3. Так, друзья, третий раунд. Напоминаю, что это весовая категория до 60 кг на кону. Выход в полуфинал, а значит, как минимум, бронзовая медаль чемпионата мира по боксу. Да, слова в углу, видно, как-то повлияли на Наталью. Она действительно пошла вперед. И, единственное, что мне запомнилось, у тебя 3 минуты осталось. Давай, 3 минуты. Вот сейчас хорошо слева попадает Наталья. Вот отличный мощный удар справа. Крюк вылетает точно в голову слышите, бразильянки. как взорвались трибуны прям. Ну, это действительно классный удар с правой руки. Побольше бы такого в этом раунде. Все, куда-то пропала эта улыбка с лица бразильянки. Где ее? Вот отлично, снова слева влетает прямой. Где ее Бабам! кураж? И еще один удар залетает точно в цель. Интересно, сейчас была поза. Да. Спортсменки из Бразилии. Я лечу домой, да, или что? Хороший раунд пока проводит наш капитан. Надо не успокаиваться только, не останавливаться на достигнутом. Надо как можно увереннее проводить этот раунд. Ай-яй-яй, пропустила сейчас контратаку. Да, постоянно меняется инициатива в этом поединке. Меньше минуты остается до конца этого поединка. Да, такое ощущение, что бразильянка устала. Даже мы слышим эти вздохи при ударах таких уже. Подсдает немножко. Бензин заканчивается у соперницы нашей Наташи. Небольшая возня в конце поединка. 10 секунд. В этом поединке победу большим одержала боксер красного угла Мила Котканя. Отличное попадание справа. И завершился этот поединок. От гула трибун не было слышно даже гонга. Согласен. Отличная поддержка у нашей сборной, это надо признать. Вот в очередной раз во время сегодняшнего эфира я хочу восхищаться тем, как болею здесь за российскую сборную, как интересуются этим турниром. То есть, действительно, наверное, такие турниры, соревнования, как чемпионат мира, женский чемпионат мира, стоит увозить в такие вот, наверное, как бы правильно слово подобрать, такие, наверное, непопулярные для спорта места. То есть, ну, условно, Москва и Екатеринбург, они уже избалованы такими событиями. А вот Улан-Удэ, город действительно 10 дней живет этим праздником. Итак, друзья, любопытно, каким же будет судейское решение. Победу в этом поединке одержала, к сожалению, Беатрис Феррейра одерживает победу в этом поединке со счетом 3-2, кстати говоря. И таким образом бразильянка выходит в полуфинал. Да, это был очень-очень близкий поединок. Да, мы слышим